Добрый вечер. У нас в гостях еще раз Кулыбек Бекымбаев, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук. Мы в прошлой передаче, которая вышла в понедельник, закончили на том, что вот в Кыргызстане какое-то многоверие установилось, да? Есть и вера в социализм, который вот распался Советский Союз, да, и весь социалистический лагерь, вера в капитализм, вера какой-то 7 века, например, да, 7 века устои, что вот именно вот так надо к истокам возвращаться. Вера, совсем другие вещи, которые до мусульманства были. И вот это многоверие, какой-то вот хаотизм возникает. Да. Чем это грозит обществу? Хаос, он, как всегда, грозит либо к разрушению. Вы, как физик, хорошо знаете. Хаос – это разрушение. А порядок – это создание чего-то. Против энтропии что-то. Да, да, совершенно верно. Вот против энтропии именно. Да. Так вот, у нас вот наше общество находится в состоянии хаоса, и это очень опасно. Этим хаос... Ну, давайте возьмем вопрос, связанный с религией. Да. Вот меня удивляет, я еще раз хочу повторить, что морально-нравственные ценности, которые проповедует религия, я за. Но кто этим пользуется? Для чего? Еще раз повторюсь. Почему, если я верю в Бога, или я верю в какую-то универсум космический, Дао, совершенно верно, Дао, который так, почему же я должен общаться, то есть, или говорят еще вселенский мировой разум, там, ну и так далее. То есть очень много разных гипотез. Почему я должен, если я верю в Бога, общаться до тебя, донести слова Бога, ну, не знаю, Бога, Аллаха, там, Христа или еще кого-то, или этого буддиста. Так, почему Бог общается со мной через этого муллы, через этого попа и так далее? Если он всесилен, если он действительно такой, значит, мы имеем право общаться, но напрямую с ним. Он должен со мной общаться лично и говорить: вот ты не так поступаешь. Ну, я честно скажу, я атеист. Я не верю. Вот, потому что мои некоторые знания, пусть не очень большие, но они не позволяют мне верить в мифы, созданные человеком. Вот я себе задаю вопрос. И некоторым, с которым разговариваю. Говорят, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Я этому никогда не поверю. Слушай, Бог создал человека по своему образу и подобию. Жадного, агрессивного, который стремится к убийству, который отнимает у соседей, у соседа свою личность, отнимает землю, отнимает все. Вот это, вся история войн, это и есть борьба рода, семей, родов, племен за природные ресурсы. И мы это наблюдаем сейчас. Большие богатства у нас присвоили себе, прихватили, а маленькая группа, узкая группа олигархов, которые обкрадывают, объедают свой собственный народ. Куда смотрит тогда Бог? Почему он их не наказывает? Ну, вот теологи, может быть, могли бы ответить. Куда да, они, конечно, ответят. Но вот эти моральные вот эти устои, которые были в первые годы религии, скажем так, в 630 год, да, ислам, на том уровне развития населения вот такие нормы надо было установить и заставить людей так себя вести, иначе был хаос, да? Но общество уже развилось за эти 1500 лет настолько, что вот, например, Далай-лама говорит, что при нынешнем развитии морали
общественного сознания религия не нужна. Он сам лидер целой религии, да, так говорит, что настолько наука и вообще общество развелось, что не обязательно вот те постулаты древние, и без них уже гораздо более современные есть постулаты. Да, конечно. Есть эти постулаты. Но почему? Вот я задаю себе вопрос всегда. Вот чтобы вот эти постулаты, о которых говорит Далай-лама, о которых говорили Вернадский, Да. Теар де Шерден, ноосфера и так далее. Вот. То есть это, как казалось бы, вот, очевидные вещи. И то, что содружество, взаимоподдержка, взаимосодействие людей, оно должно быть налажено. Но вот смотрите, прошло тысячи и тысячи лет, а сущность человека изменилась. Я себе часто задаю, нисколько не изменилась. Вот, говорят, был жестокий век, там люди, вот даже роман есть про Чингисхана, жестокий век, как-то там люди с саблями, мечами, копьями, варварские, ну это же сейчас, вот представьте себе, убивали, резали, отрубали голову и так далее. Прошло более 1000 лет, 2000 лет, да, сейчас прошло, либо уже в 3-м тысячелетии. Почти 1000. Почти, да. С Чингисхана, если. Да, почти 1000. И что с того? А еще и раньше тоже было самое. Уж начиная там с Александра Македонского и прочих великих, как бы в кавычках, завоевателей. А сущность человека-то не изменилась. Что изменилось? Вот мы, говорит, стали цивилизованнее. Ну и что цивилизованность? В чем заключается? Сидит человек в бункере глубоком, нажимает на кнопку, и летят вот эти вот ракеты и уничтожают целые города. Вот хотя бы события возьмем, были на Балканах. Да. Это как называются вот эти ракеты, которые летают? Вот. Или как соответствует повышению морали и нравственности, когда с огромной высоты летел самолет американский, летчик нажал на кнопку, и нет Хиросимы, нет Нагасаки. Морально это или морально? То есть человек не изменился. Чисто внешне развивается, а вот те основные устои, они забываются на фоне вот этих внешних. Да, казалось бы, цивилизованно все. Сидит человек в галстуке или там в военной форме. И вот он разрабатывает, дает указания, тот исполнитель нажимает на кнопку, и начинаются взрывы, там, бомбежки и так далее, и так далее, и так далее. То же самое происходит сейчас на Ближнем Востоке. То же самое вот сейчас в Афганистане. Идет война. Вот эти вот локальные войны, фактически их называют сейчас гибридные войны. Да. Кем они, извините, почему вот эта мораль и нравственность не овладела человечеством? Хотя проповедников морали и нравственности, миллион. Да. Только об этом и говорят. Культура, наука, мы должны. А что делается? Наука разрабатывает бактериальные средства уничтожения человека, атомные взрывы и так далее, и другие виды, химическое оружие, бактериологическое, и так далее, и так далее. И все это хранится до какого-то момента X. И какое-то даже случайное. Может, какой-то больной человек может нажать кнопку, и все. То есть я о чем говорю, Нарым? Что сущность человеческая, она на протяжении тысячелетий не изменилась. К сожалению. Несмотря на то, что проповедовали великие люди. Скажем, тот же Магомед, тот же Иисус Христос, тот же Бодхисаттва и так далее. Они все вот эти наши великие, гениальные люди, они же проповедовали. Давайте жить мир. Человек человеку друг и так далее. Но человечество ничего не делало. Кстати говоря, нет справедливости. В мире нет справедливости. Вот самая главная беда. А Иисус Христос и это, они же были революционерами.
они проповедовали социальную справедливость. Там они делили хлеб, по-моему, кто-то раздавал людям последнего. Но этого же нет. И здесь возникает вопрос. Если сущность человеческая, человека как вида, одного из животных видов, почему такая агрессивная? Да. Ведь животные, зверь, волк, скажем, лев, тигр, они не будут уничтожать просто так. Съел там одну антилопу, он доволен, лежит на солнце отдыхать. А человек нет, он не насытен. Да. Ну вот, кстати, Македонский, он же все-таки был ученик Аристотеля, правильно? Вот. Он хотел завоевать мир, чтобы прекратились все войны, перемешать все народы в одном государстве, чтобы не было вот этой вражды. А получилось как раз наоборот. Вот почему получилось наоборот? Вот вопрос. Вот сущность. Да. Ключевой вопрос в этом-то. Вот, кстати, очень интересно. По-моему, в Библии у Иоанна есть притча. И пришли люди с Востока. Угу. И они налепили из глин кирпичи, обожгли их. Угу. Это Вавилонская башня. Угу. И стали строить башню до небес. Пришел Бог, посмотрел на них и сказал: вот смотрите, что эти делают люди. Потому что у них один язык. И он перемешал языки. И люди перестали друг друга понимать и разбрелись по всему свету. Но здесь очень хитрый есть принцип разнообразия. В науке есть такое понятие принцип необходимого разнообразия. Должно быть разнообразие культур, разнообразие языков. И вот на этом разнообразии, необходимо разнообразие, на этом и должно держаться. Но у нас, человечество, вот это необходимое разнообразие не соблюдается. Сейчас идет процесс однообразия, универсализации. То, что называется глобализация. Да. Совершенно верно. То есть что должно быть один? Язык один, ведение хозяйства и так далее, и так далее. Культура одна. Все должно быть единообразие. Но это злость энтропии, это человечество тогда погибнет. И вирус, коронавирус, восстал против этого единообразия. Это вот тоже интересная гипотеза, мы просто сейчас гипотетически говорим. И, кстати говоря, во всем мире, как мы уже об этом говорили, идет процесс антиглобализма. Антиглобализм. И его можно понять. Потому что вот эти вот, скажем так, международные транснациональные компании, они по всему миру, в любой стране приходят и начинают использовать природные ресурсы нашей страны. Ну, допустим, Кыргызстан. У нас сейчас здесь работают не мы же сами, а все иностранные компании. Канадцы там, китайцы, другие. А вот это sustainable development, устойчивое развитие, потеряли его смысл. А принцип устойчивого развития заключается в том, чтобы каждая страна использовала для себя свои собственные природные ресурсы. И не вредила будущим поколениям. Вот именно. Потому что мы сейчас, человечество, живем, употребляя природные ресурсы наших детей. Да. Поэтому сейчас вот антиглобализм, в частности, заключается в том, что люди проснулись, это называется самоидентификация. Самоидентификация во всем мире заключается в том, что, слушайте, а почему сюда пришли те? Их берут наши природные ресурсы. Мы сами будем эти свои природные ресурсы использовать для себя. И вот эта самоидентификация, которая иногда становится как бы национализация, или национализм называется, ну, в хорошем смысле слова. Нет, извините. Мы говорим, канадцы здесь не нужны. Зачем они? Да еще вывозят. Не, мы сами будем. Вот это все наше. А если надо делиться с кем-то, вот давайте договариваться. Вот мы поставляем воду. Мы и Таджикистан поставляем воду во всю Среднюю Азию. Пожалуйста, мы готовы вам поставлять воду. Хотя по Конституции
эти воды формируются на нашей территории. Ну, это сложный вопрос тут, да. Но тем не менее, если вот дойти до этого. А что нам говорят соседи? Они говорят, вода Богом данный ресурс. Поэтому мы все будем ей пользоваться. А, допустим, я всегда, когда идет дискуссия, я говорю, слушай, позвольте. А что, газ, нефть вы своими пальцами сделали? Своими руками сделали? Это тоже Богом данный ресурс. Тогда давайте делиться. Вы нам давайте бесплатно нефть, газ, а мы вам будем давать бесплатно воду. Кстати говоря, в Советском Союзе это было отрегулировано хорошо. Да. Мы все Внутри одной страны. Да. Но проблема в том, что золото они могут прекратить поставлять, а прекратить поток воды трудно, чтобы вот договариваться. Тут все-таки проблему надо более тщательно, более... Совершенно. Более тщательно, конечно. Они, кстати, говорят, такой тоже аргумент говорят. Мне приходилось неоднократно слышать. Ну, хорошо, а что вы сделаете? Вода течет и течет, ну, закройте ее. Да. Вот. Но здесь есть еще одна тонкость, одна хитрость. Вот мы здесь, в Кыргызстане, поставляя воду и в Таджикистане, соседним братским республикам, сами здесь расходуем подземную воду артезианских бассейнов. Вот у нас в Бишкеке. А мы можем сказать, нет, извините. Вот давайте будем накапливать для себя воду на будущее. Ледники растают. Это факт почти. Уже тает. Уже все. 2000, огромное количество ледников мы уже потеряли. И по нашим расчетам, не только по нашим расчетам, по расчетам международных ученых, экспертов и так далее, уже к 2030 году у нас будет жесточайший кризис воды. А к 2050 еще хуже. А к 2100 у нас все ледники растают, если этот процесс продолжится, если не остановится по какой-то случайной причине. Ну, скажем, коронавирусная эпидемия остановит. потребление. Вымрет человечество половина, и потребление воды уменьшится. Вот во всем мире сейчас, ну, Италия, Испания очень такой пример показывает, что надо самоизолироваться. И пока единственный путь, потому что вакцины нет, других средств нет медицинских. И получается, вот как бороться? И вот самоизоляция, она к чему может в целом привести? К каким результатам? Ну, это, наверное, нужно у грамотных экономистов спросить. Но есть такие, что самоизоляция, которая происходит, это есть самоидентификация и использование самоизоляции, изолироваться от глобализации и начать выживать самим. Трудно. Одни страны на другом уровне, третьи страны совсем в третьем, чуть ли не в Средневековье. А вот здесь нужно определиться, а что нужно человеку для счастья. Вот кыргыздар все время говорят, «Курсағым тоқ, геймим бүтін болса болды». То есть это зависит от потребительской парадигмы. Если вот где уровень достаточности. Ну хорошо, вот у нас в Кыргызстане. А что? Так ли необходимо, чтобы каждый кыргыз имел Мерседес? Или еще что-то? В этом, наверное, нет необходимости. А вот это вот сверхпотребление, парадигма сверхпотребления, она и порождает все эти процессы. Потому что хочется больше, больше, больше. Вот что интересно, наверное. Угу. Как-то я изучал, вот жители Европы, Западной Европы, они недовольны тем уровнем благосостояния, который они достигли. Они хотят еще. Вот что парадоксально. У кыргыз тоже говорят, как говорят, если ты даже сыт, то твои глаза всегда... Тойвойт. Тойвойт, да. Курсак тойса, да, гость тойвойт. Вот как это изменить? Что достаточно? Что самодостаточно? Вот опять мы возвращаемся к проблеме человеческой сущности, его ментальности.
Я, может быть, и обидится или не обидится, но человек ведь биосоциальное существо. Оно тоже животное. Мы принадлежим, вид наш принадлежит к животному миру. Вот как изменить? Вот вопрос. И, возможно, если опять мы все время вокруг вот этой эпидемии возвращаемся, так, возможно, вот эта вот эпидемия, она какой-то даст толчок, чтобы хотя бы люди все задумались. Встряска такая. Встряска такая. И самая главная встряска должна заключаться не только вот, я, может быть, не прав, что самоизоляция. Вот как сейчас самоизоляция происходит, каждый в своем доме заперся и сидит. Но другого выхода нет, иначе она распространяется, Но инфекция. если вот самоизоляция произойдет такая в человеческом масштабе, ну, нужно же как-то жить, потому что всего нет. Вот самоизоляция, Кыргызстан, допустим. Мы сейчас самоизолируемся, закроемся. У нас ничего не будет. Мы вынуждены будем снова вернуться в Средневековье, разводить баранов, овец, сесть на лошадях. И вот этот уровень нашей жизни. Истинный уровень оказывается вот такой, потому что остальное, то, что было надстройка, это все было извне. Вот. Вот. И вот эта самоизоляция, и не только кыргызам, это всех стран должно коснуться, всех стран, оно приведет к деградации, гибели. Значит, должно быть опять-таки партнерство, обмен. Но на более высоком каком-то технологическом уровне, Да, без контакта, а вот через... Но все равно обмен. Все равно вот у нас, кыргызам, чтобы дальше жить, нам нужно много чего. У нас, по-моему, 70% все мы импортируем. Да. Значит, нам нужно что-то много. Те же автомобили, те же там компьютеры, те же это самое, чтобы развиваться. Значит, все равно должно быть налажено взаимосодействие, взаимосотрудничество. И без этого взаимосотрудничества человечество не выживет. Даже те развитые страны, США, скажем, Европа, они же потребляют природные ресурсы из других стран. Они тоже будут подвержены деградации и гибели. Обязательно гибели? Или перестройка вот глобальная такая? Вот это опять-таки мы возвращаемся к тому, что должно быть налажено, я бы сказал так, взаимосодействие, сотрудничество в глобальном масштабе, чтобы даже крупные страны, даже очень развитые страны, народы этих стран, не страны, а народы поняли, что выживание человечества связано с взаимосодействием, сотрудничеством, взаимосотрудничество. Только так. Без вот этой алчности к сверхприбылям и так далее. Потому что действительно, вот зачем человеку, если у него есть миллиард, например, еще следующий миллиард, еще следующий и так далее. Если у тебя есть миллиард, то следующий миллиард, который у тебя будет накапливаться... Или даже миллион. Миллион, да, который у тебя будет накапливаться, ну, по закону накапливаться, так ты его направь на всеобщее благо, на детей, на школы, на здравоохранение. Кстати, здравоохранение. Вот ключевой вопрос. Но жертвуют. Многие богатые люди жертвуют на здравоохранение сейчас. Приходится в мире. В мире, да. В мире, да. Когда жареный петух клюнул в темечко, или когда вот эти самая богатая прослойка людей в мире поймет, что дальше так и не может продолжаться, и что вот эти голодные, бедные люди придут и отнимут. Значит, надо как-то делиться, о чем говорил еще Билл Клинтон, и о чем говорил Задорнов. Был такой, помните, министр в российском правительстве. Надо делиться. Но он имел в виду что-то другое. Как делиться? Но надо. Взаимоподдержка, взаимосотрудничество, взаимопонимание. Но опять-таки пока этого нет.
как вот до этого мы говорили, что вот как был человек там 1000 лет тому назад или 2000 лет, таким он и остался. Потому что он борется за природные ресурсы, которые истощаются. И эта борьба будет продолжаться. И это вот эти войны современные, передел мира, место под солнцем. С чего началась, собственно говоря, так называемая Вторая мировая война? Опять-таки передел мира. И немцы сказали: слушайте, нам тоже нужно место под солнцем. Пространство. Пространство для выживания. Но они это только для себя. В общем, это сложный вопрос, социально-философский, я бы сказал. Но для того, чтобы с вами делились, вы сами должны представлять из себя какую-то ценность. Например, вот я помню, сразу после перестройки, когда вот только вот эти процессы начинались, постсоветские, Андроник Мигранян как-то в своей передаче сказал, что ну что такое Кыргызстан? Там юг отойдет к Узбекистану, север к Казахстану, и от этого никто не пострадает. Ну, такая страна, никому никакой особой ценности не представляющая себя. И действительно, если у нас импорт составляет 2/3 всего товарооборота, 1/3 только экспорт, то, естественно, и курс СОМа должен быть соответствующим, и вообще ценность всего, что на этой территории происходит, для посторонних людей, наблюдателей, она никакой ценности не представляет. Что бы мы о себе ни говорили. Вот в этом проблема кыргызского общества, будем так, кыргызстанского. Я подчеркну, не кыргызского, а кыргызстанского. Потому что этническое однообразие – это опять Росэнтропия, это гибель. Потому что не будет ни роста, ни культуры, ничего. А вот Мигранян, да, действительно, он сказал, что Кыргызстан, еще привел несколько, я не помню, африканских стран, он прямо сказал: Кыргызстан – несостоявшееся государство. Мало того, что это он сказал, это он же профессор МГИМО, Международного государственного института международных отношений. Потом они провели исследование целой группы. И опять-таки пришли к этому же выводу, что Кыргызстан – несостоявшееся государство. Вот что делать, чтобы состояться? Самодостаточность в какой степени должна быть? Нарен, я на этот вопрос не могу ответить. Я не пророк. Что делать? Мы об этом все время говорим. Что делать? Вот что делать? Ну, проснуться надо кыргызам. Проснуться. Объединиться. Но для этого у нас должна быть нормальная власть. А все власти, какие только были, их же основной принцип – разделяй и властвуй. И вот здесь вот мы подходим к ключевому вопросу. А была ли у нас нормальная власть? Начиная с времени того же Акаева. Не было. Не было. Ну, Акаев начинал как-то пытаться. Первые годы. Первые годы. Ну, а потом же он так оглянулся вокруг, посмотрел, а что я хуже соседних стран, хуже тех президентов соседних и дальних, и не соседних стран, которые в восточной ситуации страшно обогатились. И махнул рукой. У нас опять время подходит к концу. Наверное, вот мне кажется, главное, что в Кыргызстане как-то нет традиции выполнять то, о чем договорились. Те же самые законы, любые другие вещи, правила, те же самые правила в связи с чрезвычайным положением. Как-то все это, как будто это не касается общества, людей и так далее, и даже власти. Вот проблема, это очень большая проблема. Наверное, дело в том, что кыргызы очень свободный народ. Что хочет, то и делает. А власти, они... Вот я даже прихожу к такой страшной мысли. Чтобы поднять Кыргызстан,
нужен нам политический просвещенный диктатор, который бы қырғыздарды қамшыменен сабап тұрып, тәртіпке келтіріп тұрып. Ну, это же вот мы видим Юго-Восточной Азии страны. Да. Там же они создали процветающее государство путем жесточайших мер наказания и принуждения к цивилизованному образу жизни. Ну, у нас просто время уже подошло к концу. Много наговорили. Спасибо вам большое. У нас в гостях был профессор Кулыбек Бекимбаев, член-корреспондент Национальной академии наук. Спасибо большое. Нарин. Вам успехов. Вот. Я думаю, что роль СМИ, в частности телевидения, но люди сейчас ничего не читают. А вот роль телевидения, она огромна именно в воспитании, именно в просвещении. Самая главная задача наша – это просвещать людей. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.